Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Задержан подозреваемый по делу об убийстве туриста из России. Личность задержанного в интересах следствия разглашению не подлежит. Об этом нам сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Абхазии. Вчера, 12 июля 2017 года, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий органом предварительного следствия был задержан подозреваемый в совершении убийства, разбойного нападения, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района. Личность подозреваемого в интересах следствия разглашению не подлежит. Проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности подозреваемого к совершению преступления. Сегодня гроб с телом погибшего российского туриста и его семья были отправлены на родину. Об этом рассказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня. Разбойное нападение на отдыхающих было совершено во вторник, 11 июля на берегу моря в окрестностях села Приморское в устье реки Апста. По поручению президента правительство Абхазии взяло на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и организацию перелета на родину пострадавшей семьи российских туристов. В четверг утром тело Андрея Кабанова и его семья были отправлены в Москву. Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня. Сегодня в 8 утра мы машину с телом отправили в аэропорт. В 16:50 борт прилетит в аэропорт Внуково. Там будет встречать посол Республики Абхазия в Москве, в России. Семья пострадавших, мы их только что отвезли в аэропорт. Я сопровождал их до границы. С ними поедет представитель. Наш представитель имеется в виду с Министерства по туризму и курорта, заместитель. Лев Квициня также отметил, что все эти дни рядом с семьей Кабановых были сотрудники МЧС и психологи, которые оказывали им необходимую помощь и поддержку. Я думаю, что мы смогли как-то успокоить. Мы общались и с ребенком, и как-то обменялись адресами, то есть телефонами. Всячески старались, чтобы ребенок немножко отошла от всего этого. Я думаю, что это нам удалось, потому что мы даже прощаясь, ребенок так обняла и говорит, что я обязательно приеду. Она говорит, я люблю Абхазию. Я думаю, что они все это восприняли правильно. И просто в Абхазии это не должно было случиться. Как подчеркнул Лев Квициня, трагические случаи нередко происходят с иностранными туристами и в других странах. Абхазия в этом смысле, как отметил с сожалением Квициня, не стала исключением. А что касается населения нашей страны, то, по его словам, проявлено невиданное сострадание к жертвам нападения, а все общество осудило преступников. Лев Квициня выразил уверенность, что в ближайшее время преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание. Ирина Аршева, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сотрудники силовых структур Абхазии провели масштабный профилактический рейд, направленный на поддержание общественного порядка. Весь день правоохранители дежурили на главных улицах Сухума в районе Центрального рынка, санатория МВО и набережной Махаджиров. Это уже не первое профилактическое мероприятие. Подобные рейды демонстрируют, что далеко не все жители страны хотят соблюдать законы. Сегодня правоохранители задержали более 20 человек. С 9:00 часов на центральном рынке прошли профилактические мероприятия сотрудников УВД по городу Сухум совместно с оперативными службами СГБ РА, направленные на пресечение преступлений и поддержание общественного порядка. В ходе мероприятия с центрального рынка были в УВД доставлены лица, которые дактилоскопировались, сфотографированы, а также пополнены картотеки оперативных служб. Мероприятия проводятся ежедневно в назначенное время и направлены на пресечение преступлений. По распоряжению премьер-министра Абхазии Берслана Барциц Роланд Бганба назначен генеральным директором АГТРК. Сегодня вице-премьер Беслан Ишба представил коллективу абхазского телевидения нового руководителя.
Представляя коллективу Абхазской государственной телерадиокомпании нового руководителя, вице-премьер Беслан Эшба отметил высокий профессионализм сотрудников госкомпании. В самые тяжелые военные и послевоенные годы коллектив абхазского телевидения работал, не покладая рук, отметил Эшба, и выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу коллектива рука об руку с новым генеральным директором. А руководство страны будет оказывать всяческое содействие и поддержку. Очень надеемся на то, что такой коллектив, который высокопрофессиональный, выполняет серьезные задачи, будет дальше слаженно работать, давать высокие результаты. Думаю, что нам всем удастся вместе поработать. Что касается Кабинета министров, мы выражаем и выражали всегда готовность оказывания содействия, помощи в оперативных вопросах, которые нужно решать быстро. И мы готовы также слаженно с вами работать. Выразил благодарность руководству страны за высокое доверие, оказанное ему. Осознавая всю ответственность, возложенную на его плечи, новый генеральный директор Абхазской государственной телерадиокомпании выразил надежду на дальнейшую слаженную работу всего коллектива. Надеюсь, вместе с коллективом, большим, творческим, не отделяюсь от коллектива, что поэтапно, по чуть-чуть мы будем продвигаться вперед. То есть будем стараться улучшать наш эфир. Наша задача улучшить сетку вещания новыми программами, новой продукцией, интересными современными передачами, чтобы привлечь внимание всех телезрителей, чтобы у нас какой-то определенный рейтинг был, чтобы ту или иную передачу в определенное время ждали у экранов телевизоров наши телезрители. Ролан Бганба отметил, что работы и планов очень много. Со своей стороны он заверил, что сделает все возможное для материально-технического развития госканала при поддержке руководства страны. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Арбузный бизнес в экономически непростое время. В селе Илора Чамчирского района местные жители успешно выращивают бахчевые. Новый урожай большой и сладкой ягоды попробовала и наша съемочная группа. Нисфа Аршпа продолжит тему. Первый урожай силорской бахчи на днях появился на прилавках, и успевшие его распробовать люди отмечают, что по вкусу и сладости ягоды ничуть не уступают астраханским. На 30 гектарах земли здесь, в селе Илор, растут два вида арбузов – Бастана и Флоринда. Этот сельскохозяйственный проект был запущен при поддержке греческих инвесторов. Компания «Кастор» производит свою продукцию по выращиванию арбузов, а арбузы только на минеральных удобрениях. Никаких химических веществ не присутствует. На бахче трудятся пока немногим более 10 человек. Условия труда, собственно, как и заработная плата, их устраивают. Работы ведутся согласно греческим технологиям выращивания этой бахчевой культуры. В день здесь собирают до 10 тонн арбузов. Цена продажи – 25 рублей за килограмм. Цены диктует рынок, говорят в руководстве компании. Любители этого летнего фрукта могут не просто купить понравившийся арбуз, но и выбрать его сами. Хотелось бы отметить, что продукция, которая выпускается из компании «Кастор», на каждой продукции есть свой логотип, в котором отмечено, что это представители компании «Кастор». Планов у предпринимателей еще много. Помимо расширения бахчи, они наметили производство клубники. К осуществлению этой идеи они приступят позже, а пока развозят по местным рынкам самые большие и сладкие ягоды. Нисфа Аршба, Аляс Курсай, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. В этом году компания «Аквафон» отмечает свой 14-й день рождения. И по традиции в этот день компания дарит подарки своим абонентам. С 5 по 12 июля первый мобильный оператор Абхазии провел акцию «Твой айфон от Аквафон» и выявил счастливых обладателей 14 айфонов 7-й модели. Компания «Аквафон» уже который год радует своих абонентов различными акциями и призами. На свой 14-й день рождения «Аквафон» разыграл 14 айфонов 7-й модели. Главным условием участия в акции «Твой айфон от Аквафон» являлось пополнение лицевого счета абонента в любой кассе центров обслуживания на сумму 300 рублей и более. И абонент автоматически становился участником акции. Ему поступало СМС-сообщение с присвоенным уникальным идентификационным кодом. Этот код одновременно являлся порядковым номером каждого единовременного платежа, поступившего в систему.
Таких платежей, согласно условиям акции, могло быть не более 10. В центре обслуживания «Аквафон» на проспекте Аяйра сотрудники компании посредством генератора случайных чисел в присутствии прессы и посетителей, а также в прямом эфире на официальной странице «Аквафон» в сети Instagram выявили 14 счастливых обладателей айфонов 7 модели. Акция «Твой iPhone от Аквафон» прошла максимально честно и прозрачно. Форма празднования, которую мы выбрали, это внимание нашим абонентам. Это 14 айфонов по числу годов, которые работала компания для каждого из вас, уважаемые абоненты. Это эмоция радости, которой вот мы сегодня поделились с вами, запустив генератор случайных чисел, определив 14 счастливчиков. В данный момент идет проверка этого списка, и через несколько часов наши абоненты узнают, кто же из них стал обладателем нового iPhone 7. Праздничная церемония вручения призов акции «Твой iPhone от Аквафон» состоится 15 июля на набережной Махаджиров. Алика Трапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. Завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 22-25, днем 28-30. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи.